Здравствуйте, друзья и подписчики нашего канала. Меня зовут Виолетта Озеркан, и вы на канале Вита и Млак. Я являюсь владельцем агентства недвижимости Вита и Млак в Мерсине. Мы работаем на рынке недвижимости уже более 8 лет, сотрудничаем с самыми лучшими, надежными застройщиками в городе Мерсин. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, почему вам не стоит покупать недвижимость в Турции. И мы назовем 3 причины. Сегодня я буду с вами честна. Мы поговорим с вами без розовых очков, без каких-то рекламных лозунгов. И давайте начнем. Итак, первая причина, почему вам не нужно покупать недвижимость в Турции. Если вы хотите войти в какой-то проект на котловане и продать эту недвижимость по завершению строительства и получить какой-то хороший доход, то сейчас не самое удачное время. Сейчас время, когда у нас квартиры на вторичке стоят дешевле, чем квартиры от застройщиков на этапе котлована. Потому что в стране инфляция, и вообще сейчас портрет покупателя поменялся. Сейчас у нас основные покупатели это турки. И да, в лирах, конечно же, если вы будете покупать квартиру в лирах, но это есть такие единичные лоты, и сейчас застройщики неохотно фиксируют цену в лирах, потому что очень большая инфляция, и чтобы застройщик не работал в минус, стройка длится там год и два, за которые может поменяться у них расход и так далее, то есть со знаком плюс, да, то есть они вынуждены будут поставить такую цену, чтобы заложить все вот эти риски. И, соответственно, сейчас на рынке есть квартиры на этапе строительства, которые дороже, чем вторичка. Вот такой вот парадокс сейчас происходит у нас на рынке недвижимости. И это как раз причина того, что не нужно ждать. Многие обращаются вот как бы по старой привычке к нам, да, что вот я хочу купить квартиру на котловане и продать ее подороже. Сейчас так не получится. Вы будете покупать квартиру в валюте, и за все это время, из-за того, что инфляция, цена останется примерно такой же на выходе. Доход вы не получите. Но если вы хотите диверсифицировать свой какой-то капитал, то есть у вас это не последние деньги, у вас уже где-то что-то вы вложили, и как один из вариантов вы хотите вложиться в стройку в Турции, то, пожалуйста, да, такие варианты у нас есть. У нас есть специальные лоты, у нас есть предложения эксклюзивные от застройщиков для наших клиентов, которые вы можете купить по цене ниже рынка, но мы не будем опять обещать вам сверхдохода в короткие сроки. Это скорее способ сохранить ваши деньги и, возможно, с прицелом на перспективу 5-10 лет вы получите хороший доход. Но, опять-таки, это более долгосрочная перспектива, более долгосрочная инвестиция. Если это у вас не какие-то деньги, которые вы должны быстро прокрутить и получить доход, то это вариант не для вас. В этом случае для этих целей не покупайте недвижимость в Турции. Причина вторая. Если вы хотите купить квартиру в Турции и получить вид на жительство, у вас есть квартира в вашей стране, вы хотите эту единственную вашу квартиру продать и купить себе квартиру, в которой вы будете жить, то есть с целью переезда, получения вида на жительство, опять-таки, сейчас не самое удачное время. Сейчас вы можете получить вид на жительство только если недвижимость будет стоить по кадастру более 200 тысяч долларов. Да, сейчас уже есть послабление по ВНЖ, и даже есть постановление, что в Анталии, в Алании сейчас какие-то районы будут открывать. Идет тенденция к тому, что все-таки будут улучшать для иностранцев условия, облегчать условия получения вида на жительство. Это очень хорошие новости. Но я, как специалист и как человек честный, специалист, хочу сказать вам о том, что давайте дождемся конкретных кейсов, когда точно уже можно будет получить, купив квартиру, получить вид на жительство. Вот тогда мы с вами и поговорим. Да, такие кейсы есть в Анталии, в Алании, об этом пишут в каких-то русскоязычных группах, но пока мы лично сами, наши клиенты, не прошли через это, пока кто-то из наших клиентов первых не получил вид на жительство по недвижимости, я вам такую перспективу обещать не буду и буду с вами честна.
Просто почему я называю именно эту причину, потому что в последнюю неделю ко мне несколько клиентов обратились, причем они из Казахстана. Вот 2 клиента из Казахстана обратились с таким вопросом, что вот они хотят купить квартиру здесь, и она им нужна в открытом районе для ВНЖ. Я спросила их, а в курсе ли они того, что сейчас квартира должна стоить $200 тысяч, чтобы они получили вид на жительство. Они сказали, что нет, они об этом не знали и так далее. Ну, может быть, какой-то... И другие риэлторы им обещали такие варианты. Вот. Но я не являюсь таким человеком, я не буду вам обещать того, чего нет, лишь бы продать. Я работаю уже давно на рынке, у меня есть репутация, у меня есть имя, уважение, и поэтому я вот такими делами не занимаюсь. Поэтому, если вы продаете свою единственную квартиру у себя в стране, ну даже и не единственную, с надеждой купить здесь квартиру и сразу же получить вид на жительство, то, пожалуйста, не спешите, не покупайте пока, дождитесь лучших времен. И третья причина, по которой вам не нужно покупать квартиру в Турции, если вы привыкли к немецкой пунктуальности, к точности, если вы привыкли, что вы вызвали мастера, и он пришел ровно в то время, когда он заявил. В общем, пунктуальность – это не конек турков, как вы можете понимать, и да, они могут там где-то не сдержать слово, могут иметь место и то, что вас могут где-то обмануть и так далее. Но все нивелирует и перекрывает их доброжелательность, их радушие, их сопереживание. Турки никогда не оставят вас в беде, они всегда вам помогут, никогда не пройдут мимо на улице, если что-то там случилось, если вам нужна какая-то помощь, если у вас какой-то растерянный вид. И турки действительно могут вот этими своими качествами влюбить в себя, и это, поверьте мне, перекрывает вот все недостатки. Я выбрала сознательно для проживания эту страну. Я приехала сюда, у меня была возможность жить и в Казахстане на тот момент и так далее, и мой супруг был согласен, да, но мы выбрали Турцию, потому что, честно, я влюбилась в эту страну, я влюбилась в этих людей, насколько они отзывчивые, добрые, иногда по-детски непосредственные, и вот именно этим они подкупают. И если вы согласны простить им их непунктуальность, это все равно решается. Немножечко здесь нужно расслабиться. Если вы согласны им простить вот эти недостатки, то я думаю, что вы будете довольны и вы будете счастливы жить среди людей, которые приветливые, которые улыбаются, которые искренне будут вам сопереживать, дружить с вами и так далее. Вот. Турция очень дружелюбная страна. Но для кого сейчас подойдет как раз-таки покупка недвижимости в Турции? Это как раз для тех людей, кому нужна, например, дача. Да? Если вы хотите иметь квартиру в хорошем комплексе, где есть бассейн, аквапарк, где есть сауна, например, хамам, где в комплекс, который находится в пешей доступности от прекрасных пляжей. Или же это может быть квартира с прекрасным панорамным видом на море, например, как в комплексе «Рояль» у нас в районе Аяш, где этот комплекс находится в 250 метрах от моря. Он находится где-то в 700 метрах от прекрасного песчаного пляжа. Или проект «Пера-Палас» в районе Аяш. Да, у нас есть там прекрасный комплекс. Он, правда, сейчас еще не достроен, он строится, но вы можете с перспективой на то, что у вас будет здесь дача, у вас будет здесь квартира для летнего отдыха, пожалуйста, у нас есть очень много классных вариантов. Вот, пожалуйста, Пера-Палас находится в 700 метрах от прекрасного пляжа, соответствующего всем международным стандартам. Там песчаное дно, там вообще нет гальки, там есть лежаки, там есть раздевалки, там есть душевые кабины. В общем, классный пляж, и таких пляжей много в районе Аяш. Также у нас есть комплексы в районе Тумюк, Арпач-Бахшиш, где вы можете приобрести квартиры в комплексах Манезе-Башаран, Алиулу-Иншаат или других застройщиков, с которыми мы работаем. И в этих комплексах будет летняя инфраструктура, бассейн, аквапарк. Эти комплексы все у нас охраняемые, с чистой, зеленой, красивой территорией, зона барбекю. Вы будете прекрасно проводить там летний свой досуг, летний отдых. Вы можете, в принципе, жить и не обязательно летом, и зимой тоже очень прекрасный отдых и климат у нас в Мерсине. Здесь хорошая
экология здесь прекрасный, воздух морской и горный перемешиваются. Это такой прекрасный здесь климат, на самом деле, который и оздоравливает, и способствует прекрасному самочувствию, прекрасному отдыху и так далее. У нас не жаркое лето, не такое жаркое, как в других регионах Турции. Здесь оно очень хорошо переносится. Здесь самая высокая влажность у нас бывает в августе, в конце августа и в сентябре, но это буквально несколько недель. Все остальное время у нас здесь очень комфортный климат, который подходит даже и пожилым людям. У нас сейчас, конечно, портрет покупателя изменился, и сейчас вот как раз клиенты такие, как приходят, которым мы продавали в самом начале, когда не было этого хайпа на недвижимость, вот это 2022-2023 год. Да, в это время, 2022-2023 год, люди покупали с целью быстрой наживы. Это нормально, рынок этому способствовал. Но в какой-то момент это все прекратилось по известным нам с вами причинам. Но сейчас пожалуйста, приобретайте квартиры, комплексы сейчас по более доступным ценам. Цены, конечно же, снизились с того периода, потому что упал спрос со стороны иностранцев. Основной покупатель турки, застройщики уже ориентируются на турков. Соответственно, вот этот мыльный пузырь сдулся, и вы сейчас можете приобрести квартиру у хорошего застройщика или вторичку от хозяина по очень-очень доступным ценам. Сейчас можно приобрести вторичку, например, за 48, за 50 тысяч евро. Можно приобрести в хорошем комплексе. Это как стартовая цена. Можно приобрести квартиру с мебелью, можно приобрести квартиру без мебели и в пределах вот таких вот доступных цен. То есть можно купить вторичку, например, за 48, и она может быть и с мебелью, и с техникой. Можно купить квартиру за 50, можно купить квартиру в более люкс-комплексе и так далее. В общем, на каждого клиента есть свои предложения. Вот такие 3 причины, друзья мои, я вам назвала. Поэтому, если вам было видео полезно, пожалуйста, поставьте нам лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеообзор. А в комментариях задавайте нам вопросы и поделитесь своими впечатлениями, согласны ли вы со мной, или вы, может быть, назовете еще какие-то причины. Буду рада прочитать ваши комментарии и ответить на ваши вопросы. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. С любовью из Мерсина. Пока-пока.